Всем доброго дня, всем здравствуйте! Вы снова на канале, на YouTube-канале Казахстанской Федерации Триатлона. Снова вместе с вами я и моя отвратительная внешность. Александр Олейник для вас проведет этот брифинг. Брифинг, посвященный 4-му этапу Кубка Темир Адам, город Костанай. Дистанция спринт, поэтому давайте потихонечку непосредственно к дистанции будем обсуждать, будем говорить, что будет по ходу, что будет интересного и какие есть нюансы на этой гонке. Традиционно мы начинаем с того, что выдача стартовых пакетов проходит за день до старта. Если старт у нас 18-го, то, соответственно, 17 июля с 17:00 до 19:00 времени Костаная, времени столичного, вы можете прийти на место старта и получить свой стартовый пакет для гонки. Пакет вручается только исключительно лично в руки, лично атлету, третьим лицам не передается. Не забывайте также о том, что на наших стартах используется программа АШИК, мы сдаем ПЦР-тесты. Я думаю, что прекрасно, кто уже не первый раз участвует на наших гонках, знает, куда отправлять, но на всякий случай напомню, что ПЦР-тесты отправляются на электронную почту test-ta-1@temiradam.com. Обязательно в теме письма указывайте фамилию, имя, отчество свое, для того, чтобы нам было проще определять и уже непосредственно перед гонкой пускать вас в транзитную зону. Также в транзитную зону, напомню, пускаются люди в маске с допуском АШИК. Все процедуры, которые соблюдаются с учетом требований пандемии и вот ковидной обстановкой. Но давайте по порядку, да, по расписанию, каким оно образом выглядит. В 9:00 открывается, в 9 утра открывается транзитная зона для категории Age Group. В 9:45 закрытие транзитной зоны. Соответственно, в 9:30-9:45 плавательная тренировка. В 10:00 старт категории Pro M, в 10:01 у нас стартуют девушки категории Pro и в 10:10 старт категории Age Group. 10:10 традиционно, да, уже, я думаю, кто постоянно участвует, это уже прекрасно знает. Ориентировочно финиш и заканчивание гонки, да, финиш гонки у нас запланирован на 12:10, 12:15 и, соответственно, награждение мы планируем провести в 12:40, 12:45. По местному времени. Ну и давайте теперь непосредственно гонки. Это спринт, еще раз напоминаю, плавательный этап, 750 метров, один круг. Дальше транзитная зона первая, после этого велоэтап, 20 километров велочасти, 5 кругов. 5 кругов, 20 километров. После этого транзитная зона номер 2 и беговой этап. Беговой этап состоит из 5 километров, и каждый круг равен ровно 1 километру. Соответственно, как вы можете догадаться, 5 кругов у нас будет. Давайте непосредственно, не знаю, к части плавательного этапа чуть попозже. Температура, которая ожидается во время старта, 19 градусов. Допускаются гидрокостюмы, соответственно. Отмена плавательного этапа в случае, если температура воды будет меньше 12 градусов. Но по прогнозу погоды на воскресенье на старт обещают температуру воздуха выше 23 градусов и температуру воздуха, соответственно, такой же. Давайте непосредственно с воды. Первый этап. Старт из воды будет. Вы все прекрасно увидите. 2 буя, это, собственно говоря, стартовый коридор. По краям буев будут находиться 2 лодки. Эти лодки будут держать нить. Эта нить будет своеобразная линия старта. Как только по звуковому сигналу и когда лента или нить это будет поднята, это и будет означать старт. Каждый буй мы традиционно обходим левым плечом, левой стороной, то есть, соответственно, двигаемся против часовой стрелки. Один круг. На финиш вы можете выходить и появляться, не пересекая коридор, как это было на 3-м этапе, как это было на 2-м этапе. То есть через коридор на финиш выходить не обязательно. Каждый буй последующий после старта у вас остается по левую сторону. 750 метров. Ожидаемая температура воды 19 градусов. Вроде про температуру и плавательный этап рассказали. Следующее, на чем мы акцентируем внимание всегда, это транзитная зона, которая расположена от плавательного этапа достаточно на приличном расстоянии. Плюс нужно будет преодолеть несколько ступенек. В общем, такой интересный момент, переход из плавания в транзитную зону. Дальше. Байки, постановка велосипедов, это тоже очень важно.
При начальной постановке велосипеда в транзитную зону переднее колесо смотрит внутрь транзитной зоны традиционно. По окончанию велоэтапа, по завершению велоэтапа переднее колесо смотрит наружу транзитную зону. Поэтому не путайте. Перед постановкой внутрь, после завершения наружу. Транзитная зона и финишная, допуск атлетов, как я и говорил, допускается по ошику. Не забывайте, ваш инвентарь должен быть готов, байк должен быть готов. Номера, наклейки, которые будут в пакете стартовом, должны быть наклеены на каску, на велосипед, то есть, чтобы вас можно было легко опознать. Перед транзитной зоной показываем ошик, проверяется велосипед, шлем у вас должен быть застегнут на голове, это обязательное требование любого судьи, который будет допускать вас на транзитной зоне. Ну, еще раз говорю, номера и наклейки это обязательно. Чип выдается вам при прохождении в транзитную зону, чип одевается на левую ногу, это тоже не забывайте. У эстафеты это та же самая процедура на левую ногу, но чип будет в виде эстафетной палочки. Собственно говоря, после того, как вы надели чип, запрещается проход через финишный створ или через еще какие-то моменты, чтобы ваш результат потом не, скажем так, не сбился на компьютере. Это, наверное, основные, в общем, моменты. Драфтинг разрешен. К использованию разрешаются велосипеды Time Trial, да, ТТшки. Аэробаки не должны выступать за пределы тормозных ручек, не должны быть оснащены заводской перемычкой. И в соревнованиях с разрешенным драфтингом не допускаются использование лопастных и дисковых колес в целях безопасности в первую очередь. Штрафы. Использование шлема, прохождение линии дизмаунта, схода и посадки на велосипед, инвентарь, получение незаконного преимущества, препятствие движению других атлетов, создание опасных ситуаций, оказание помощи, неуважительное отношение и штраф за нарушение, как вы помните, составляет 30 секунд и добавляется к итоговому времени. Если вы за гонку набираете 3 штрафа подряд, соответственно, это дисквалификация. Погода, как я и говорил, ожидается 25-26, да, выше 25 градусов, температура воды 19-20 градусов. И, наверное, главный момент, это еще напоминаем о медстраховании. Это очень важно, не забывайте, здоровье, в первую очередь, в ваших руках. Страхуем. Контакты Жанары вы можете увидеть по телефону 7707 789 1990. Это тоже неотъемлемая часть. Ну, а так, в принципе, наверное, если какие-то моменты я, может быть, позабыл и не рассказал, вы всегда это можете спросить в наших социальных сетях. По возможности мы будем отвечать, будем реагировать, насколько это возможно и насколько это быстро. Все зависит, конечно же, от того, сколько работы вы нам предоставите. На этом, наверное, все. Надеюсь, увидимся на гонке. По предварительной информации 145-146 участников, 5 эстафетных команд. Всем хочется пожелать удачи и надеюсь, что эта гонка не станет последней в этом сезоне, и мы еще увидимся на этом виртуальном брифинге. Всем большое спасибо, не забывайте подписываться на наш YouTube-канал, колокольчик, лайк, дизлайк, комментарий, это тоже очень важно. Всем большое спасибо, кто смотрел, удачной гонки и болейте на здоровье.